Это были самые конкурентные выборы за последние годы. В них участвовали 14 партий. Конкурс на выборах в Госдуму составлял 13 человек на одно место. Избиратели также проявили активность. До самого закрытия избирательных участков до 20 часов жители Тувы продолжали голосовать. Мы находимся на участке номер 16 города Кызыла, и остались последние 10 минут до закрытия участка. И последние избиратели отдают свои голоса. Общероссийское голосование продлилось 3 дня с 17 по 19 сентября. В Туве проходили выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, досрочные выборы высшего должностного лица главы Республики Тыва, дополнительные выборы депутатов местных Уралов-представителей. Машиночитаемое устройство КАИП у нас автоматически подсчитывает голоса. Мы будем сейчас проводить процедуру подсчета голосов, дальнейшие наши действия по гашению, работа со списками и дальше из переносных ящиков сейф-пакетов будем загружать в КАИБы. Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания левого и нижнего угла на бюллетени. И составляется акт. Таким образом, они не будут учитываться при подсчете голосов. Нештатных ситуаций как таковых не было. Люди отзывчивые приходили, явка хорошая была. По предварительным итогам, опубликованным на сайте избирательной комиссии республики, 89,79% голосовавших выбрали Владислава Хувалыга. На выборах по одномандатному округу в Госдуму лидирует Айдын Сарыглар, набравший 89 061 голос. Это 75%. На должность главы председателя правительства Тувы баллотировались 5 кандидатов. Чойгана Сиденол на втором месте набрала 3% голосов. Айланма Кангол набрала 2,5% голосов. По данным, опубликованным на сайте избиркома Тувы, на момент окончания голосования 113 424 бюллетеня были признаны действительными. Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» сохранила свои позиции. На выборах по России победили все 12 в Рио губернаторов, которых назначил Владимир Путин. При этом у многих избирателей был запрос на перемены. Теперь в Госдуме будет 5-я партия «Новые люди». Они сделали ставку на избирательную кампанию в интернете. Также им помогли удачные дебаты с Арданы Авксентьевой. За выборами наблюдали 500 тысяч наблюдателей, в том числе наблюдатели из 59 стран. Также следили 100 тысяч камер. Они были доступны для всех желающих. При этом все видеозаписи сохранены. Особенностью этих выборов стало то, что наблюдателями и даже членами избирательных комиссий стали известные в регионах блогеры. Айдана Холых, Буян Ойон, Ангер Оржак, Тува 24.